У нас на связи министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Булатович Арзинба. Инал, доброе утро. Рад вас видеть и слышать. Республика Абхазия участвует в международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказья. И это, конечно, прорыв, это важно. Как идут эти дискуссии и каковы тенденции сейчас переговорного процесса? Приветствую вас, уважаемый Владимир Рудольфович, и всех наших зрителей. Действительно, мы участвуем, имеем представительство в международных женевских дискуссиях. Это пока что единственный международный формат, где Республика Абхазия имеет представительство. В этом формате мы выступаем единой командой с Российской Федерацией, с Республикой Южная Осетия, координируем наши действия. К огромному сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас, конечно, происходит стагнация на площадке женевских дискуссий, но тем не менее мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на площадке этих дискуссий. Какой главный результат? Это, безусловно, подписание взаимообязывающего соглашения с Грузией о неприменении силы. Это выход на признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Грузии, ведь, вы понимаете, до сих пор западники считают, что мы сепаратисты, что мы от кого-то отделились, мы ни от кого не отделялись, мы суверенное государство, у нас есть конституция, принята в 1994 году Верховным Советом Абхазии, мы суверенное, правовое, демократическое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Это первые строки нашей Конституции. Поэтому мы будем бороться с нашими оппонентами, с нашими, можно сказать, попросту врагами, которые нам оппонируют, и будем добиваться справедливости. Я считаю, что мы вместе с Российской Федерацией и с нашими осетинскими братьями и друзьями добьемся этого результата и будем спокойно работать на площадке этих дискуссий. Ну, как я понимаю, в частности, в результате ваших усилий и президента Республики Абхазия расширяются и контакты. В том числе сейчас очень активно идут усиление контактов со странами Ближнего Востока. Совершенно верно. Мы с главой государства активно работаем над этим. Прежде всего, главное наше опорное посольство находится в Сирийской Арабской Республике. Мы совместно с сирийскими братьями как раз разрабатываем стратегию активизации нашей работы на Ближнем Востоке. Мы работаем и с Ливаном, мы работаем и с представителями Афганистана, мы работаем и с представителями ряда других государств, называть которых я не очень хотел бы, в связи с тем, что наши оппоненты эту информацию обязательно используют. Ведь, к огромному сожалению, представители Грузии пытаются блокировать наши международные контакты. У них это не очень получается, но тем не менее они пытаются это делать. Но мы нашу решимость подтверждаем на расширение контактов. И сегодня один из приоритетов, это, безусловно, как вы справедливо отметили, при поддержке главы государства, это Ближний Восток. Будем активно над этим работать совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации. При этом страшная трагедия в Сирии и в Турции, но Абхазия не осталась в стороне. Да, совершенно верно. Мы работали активно по Турции. В Турции, напомню, огромная абхазская диаспора, это сотни тысяч человек. Наш представитель в Турции выезжал на места компактного проживания наших соотечественников, и мы оказывали им посильную гуманитарную помощь. В Сирии тоже активно работает наш посол. По поручению главы государства мы сейчас прорабатываем приобретение специальных модульных домиков, десятков этих домиков, для того, чтобы пострадавшие семьи могли там проживать хотя бы временно. И планируем с Турцией активизировать наши контакты, планируем туда поездки. Я уверен в том, что наши отношения будут развиваться. С Турцией у нас дипломатических отношений пока нету. С Сирией мы развиваем успешно эти дипломатические отношения. Совсем недавно президент Абхазии говорил по телефону с президентом Сирии господином Асадом, выразил ему сочувствие. Ваш покорный слуга присутствовал на этом телефонном разговоре. Господин Асад отметил, что огромное количество детей
получили психологические травмы в результате этой трагедии, и наш президент пригласил детишек посетить Абхазию для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы их поддержать. И президент Сирии отметил, что воспользуется обязательно такой возможностью. Поэтому у нас хорошие дружеские связи и межгосударственные связи на очень высоком уровне. Но при этом и связи России с Абхазией тоже очень, я бы сказал так, комплексные и на самых разных уровнях. То есть мы хорошо знаем Абхазию как туристическое место, и, конечно, необходимо вкладывать деньги и России для того, чтобы туристическая индустрия развивалась и процветала, особенно учитывая сейчас непростую геополитическую ситуацию. Но и Абхазия очень активно работает. Если я правильно понимаю, то вы открыли представительство и в ДНР, и в ЛНР, и в Херсонской, и в Запорожской областях, и медиацентр в Москве. То есть каковы результаты этой активности? Насколько глубже становятся контакты с Россией? Вы знаете, Российская Федерация наш союзник, основной стратегический партнер. У нас всеобъемлющее сотрудничество, как мы говорим, оно пронизывает все сферы нашей жизни. Это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии. И вы видите, как в Абхазии достаточно активно развивается туризм. Активно туризм развивается не только в традиционных туристических наших кластерах, скажем, это Гагарский район, там у нас активно работает администрация, есть большие успехи с точки зрения доходной части бюджета, которая уже около миллиарда рублей, что для нашей республики существенная цифра. Но и развивается постепенно восточная Абхазия, это Чемчирский район, это очень перспективная составляющая, которая может дать очень серьезный результат в будущем. Особенно в контексте запуска международного аэропорта в Республике Абхазия. Это очень важная тема, и глава нашего государства держит на личном контроле за нашего аэропорта. Мы с вами много раз это обсуждали, насколько это важно запустить аэропорт, чтобы наша туристическая отрасль, наша республика вышла на новый уровень развития. Я думаю, что Республика Абхазия о себе серьезно заявит на международной арене именно в контексте запуска аэропорта и активизации наших экономических и человеческих контактов. При этом, Инал, я вот когда смотрю каждый раз, я думаю, ну, жемчужина, природа фантастическая, люди потрясающие, кухня. Ну вот развиваться и развиваться. И, как я понимаю, вы выбрали такой, и интересный путь, потому что и в Белоруссии стали контакты замечательные, и с разными регионами России. А какая конечная цель? Вот какое направление движения? То есть где мы хотим оказаться через полгода, через год? Вот как мы видим Абхазию? Мы видим нашу республику сильным, суверенным государством, процветающей Абхазией, куда приезжает огромное количество людей. Самое главное, мы настроены на развитие мирных связей. Мы настроены на экономическую кооперацию, на выстраивание интеграционных объединений с целью усиления нашего суверенитета, с целью развития экономики, привлечения инвестиций. И наш народ такой курс президента поддерживает. И самое главное, что мы постепенно, шаг за шагом, такую стратегию реализуем. Уверен в том, что Республика Абхазия в течение, может быть, 10, 15, 20 лет сможет создать серьезные условия для того, чтобы стать туристическим, экономическим кластером регионального значения. На постсоветском пространстве, я думаю, что мы будем одним из лидеров в сфере туризма. Сейчас мы являемся одним из лидеров в сфере туризма. Самая главная задача для нас – это повышение качества услуг туристических и выход на новую траекторию развития. А интеграционные процессы какие вы имеете в виду? Потому что сейчас мир разрывают на такие блоки. И очевидно, что и Абхазия наверняка заходят разные граждане, там начинают подмигивать глазами и сказать: да откажитесь вы от России, сразу будет хорошо. Выберите, как говорят американцы, правильную сторону истории, и мы вам поможем. Но народ Абхазии
какую интеграцию видят? Народ Абхазии видит интеграцию, безусловно, участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. У нас это записано в нашем соглашении большом с Российской Федерацией 2014 года. Мы развиваем отношения с Российской, мы активизировали отношения с Республикой Беларусь. И, безусловно, Республика Абхазия в интеграционных объединениях, мы уверены, будет постепенно принимать участие. Это экономическая кооперация, это безопасность. Вот экономика и безопасность – это, пожалуй, ключевые сферы, которые я бы выделил. Это ключевые направления, где нам нужно укрепляться, укреплять наш суверенитет при поддержке наших союзников. То есть в теории возможно некое союзное государство по типу российско-белорусского союза? Или это пока рано говорить, и надо смотреть, думать? Вы знаете, пока действительно преждевременно об этом говорить. У нас пока нет дипломатических отношений с Республикой Беларусь, но мы будем, безусловно, отрабатывать разные варианты развития событий. Нам нужно привлекать инвестиции, нам нужно укреплять безопасность. Это можно делать, безусловно, с участием наших партнеров. Это имеет огромное значение. У нас, конечно, пока недостаточно ресурсов для того, чтобы все вопросы мы решали самостоятельно. Это нормальная практика международная. Посмотрите на то, как росли, скажем, страны азиатского тигра, Юго-Восточная Азия, все используют иностранные инвестиции. Это абсолютно нормальный подход, поэтому мы будем из этого исходить. Очень активно американцы и разные другие граждане пытаются подтолкнуть страны, окружающие Россию, к открытию второго фронта. Грузию прям вовсю в это тянут. Какова вероятность, что, учитывая геополитику и проведение специальной военной операции на территории Украины, что заставит Грузию развязать опять войну против Абхазии? Вы знаете, мы оперативно осуществляем мониторинг этой ситуации. Действительно, прежде всего, американцы, соответствующие американские структуры, расквартированные в Тбилиси. Это и, естественно, американское посольство, это и организация USAID, которая занимается разрушительной деятельностью на постсоветском пространстве. Они, безусловно, ежедневно занимаются лоббированием указанной вами тематики. Благоразумия хватает грузинскому руководству этого не делать, однако мы понимаем, что это зависит от внутриполитической ситуации в Грузии, потому что в Грузии может что-то измениться, и если, не приведи Господь, к власти придут радикалы, конечно, возможны разные варианты развития событий. Мы надеемся на спокойное, взаимоуважительное развитие, на нормальный диалог в будущем, на признание нашего суверенитета, и исходим из того, что так оно и будет, и как раз то, с чего мы начинали, женевские дискуссии, как раз призваны для того, чтобы ситуацию стабилизировать и обеспечить безопасность в нашем регионе. Но ведь не одним туризмом живет Абхазия, и молодежь подрастает, и хочется ее как-то интегрировать, втянуть в процессы. Что в этом направлении делаете? Да, мы активно занимаемся молодежью, молодыми лидерами, обеспечиваем международное сотрудничество в сфере поддержки молодых лидеров. Нам очень помогает Российская Федерация, нам Россотрудничество, важная структура, которая работает в этой сфере. Поэтому мы готовим десятки, уже, может быть, даже и сотни молодых людей. Это молодые профессионалы, они учатся в ведущих вузах Российской Федерации, они возвращаются затем на родину, помогают развиваться нашему государству. Это и дипломаты, и экономисты, и юристы. Поэтому мы очень благодарны Российской Федерации за поддержку молодых лидеров Абхазии. Это очень важно для нас. Надеемся на такое сотрудничество и в будущем. IT-кластер, IT-технологии. Я помню, когда приезжал в Абхазию, меня удивило, что там прям майнинг в какой-то момент времени пошел. Ну а теперь, как я понимаю, уже и подключились другие направления. Да, майнинг, с одной стороны, это интересная была экономическая задумка, с другой стороны, конечно, она имеет и обратный эффект, это давление на энергетическую систему. С точки зрения IT-технологий мы вели серьезный диалог с белорусскими коллегами. Вы знаете, что Беларусь – это кадров,
IT-специалистов. В Беларуси все это очень активно развивается, там огромный оборот, это сотни миллионов долларов. И мы договорились с белорусами, что будем готовить у них в вузах наших специалистов, которые затем будут возвращаться в Абхазию и помогать нам развивать этот сектор. Вы же знаете, что айтишники – это люди, которым нужно вдохновение, и наше море, наши горы, наш чистый воздух, на наш взгляд, является привлекательным фактором для того, чтобы айтишники создавали у нас свои хабы, создавали у нас центры по работе, так называемые коворкинг-центры. Мы надеемся на то, что у нас со временем это получится. Сейчас главная задача, безусловно, это подготовка интеллектуального потенциала для того, чтобы эта сфера у нас развивалась. Мы вместе с белорусскими, с российскими коллегами будем готовить соответствующих специалистов. То, что происходит на Украине, как реагирует Абхазия, народ Абхазии, добровольцы, связь ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон? Вы знаете, у нас, как мы с вами много раз говорили, в Абхазии полная поддержка специальной военной операции, ее целей и задач. Темп специальной военной операции, на наш взгляд, достаточно хороший. Вы знаете, люди, которые говорят, что темп недостаточный, я бы им порекомендовал послушать выступление господина Байдена, который, выступая в Киеве, заявил, что ему удалось собрать коалицию из 50 стран. И люди, которые считают, что темп операции не слишком высокий, наверное, им нужно обращаться к этим словам господина Байдена. Действительно большая коалиция западников, и, конечно, это требует проработки, это требует качественной работы. И то, как российские военные подразделения решают эти задачи, на наш взгляд, это достаточно эффективно. Вы правильно заметили, что добровольцы из Республики Абхазия участвуют в решении задач специальной военной операции. К сожалению, вот буквально вчера Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило тела 2 погибших, которые защищали и отстаивали свободу Донбасса и людей Донбасса. И, к сожалению, есть потери, но мы верим в победу, нас эта цель объединяет, уверен в том, что все мы вместе добьемся этой цели и желаем скорейшего завершения, успешного завершения специальной военной операции, решения главной ее задачи – защиты народа Донбасса и защиты, на самом деле, комплексной суверенитета Российской Федерации. Мы знаем, какие цели и задачи у западников. Владимир Владимирович Путин об этом часто говорит. И Республика Абхазия, как надежный союзник России, полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции. Инал Албатович, спасибо вам большое за ваше время. Передавайте привет народу Абхазии, руководству Абхазии. Вы слышали у нас в эфире министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Албатович Ардин.